Здравствуйте! Квинтэссенция выходных. Миланское дерби в прямом эфире на футбольном канале НТВ+. Битком забит Сан-Сиро. Как же могло быть иначе на таком-то матче? Интер сегодня хозяин поля, поэтому 3 трибуны болеют за Интер. И одна, она же южная, болеет за Милан. Вот справа от нас будет находиться трибуна тифози Милана. Слева, соответственно, на севере тифози Интера. Ну и абонементы в основном, конечно же, на этом матче принадлежат болельщикам Интера, и в большинстве своем именно они заполнили 2 длинных трибуны. Яблоку негде упасть. С огромным интересом, что ж тут говорить, ожидалась эта встреча. Важная игра для диспозиции команд в турнирной таблице. Ювентус, одержав очередную победу, упрочил лидерство. О результатах сегодняшнего игрового дня я вам обязательно скажу. Мальдини участие в матче не принимает, даже не раздевался он на сегодняшнюю игру. Ну и помимо турнирного значения, конечно, дерби — это всегда принципиальный поединок. Тем более, что в последние годы Интер очень неудачно играет против Милана. И новый вызов для Роберто Манчини. Сейчас крепки его позиции, как, наверное, никогда в последнее время. Команда уверенно заняла первое место в группе в Лиге Чемпионов. Милан тоже участник 1/8 финала. Интер на 4-м, правда, пока месте, 29 очков. Но Милан опережает Интер всего лишь на 2 очка. Поэтому сегодня Интер может обойти в случае успеха Милан в турнирной таблице. И для Манчини и его команды, конечно, это будет значительный успех и событие. Событие матча еще одно с капитанской повязкой впервые в дерби Андрея Шевченко. Есть потери у Интера, есть кое-какие потери у Милана. Давайте я вам назову сразу же состав, потом уже результаты сегодняшнего игрового дня в прочих матчах. Итак, начнем с хозяев поля. Ворота Интера защищает Жулио Сезар, 12 номер. Защитники: справа будет играть Хавьер Дзанетти, 4 номер. 2 центральных сегодня: Иван Кордоба, 2-й. 25-й Вальтер Самуэль Матерацци травмирован. Слева Фавалли, 16 номер. Хавбеки: очень сегодня любопытная средняя линия поля, атакующая, супер атакующая средняя линия у Манчини. Луиш Фигу, 7-й, 19-й Камбьясо, 14-й Верон, 5-й Станкович. 2 нападающих: 10-й Адриано, 30-й Мартин. Супер атакующий состав. 1 опорный полузащитник Эстебан Камбьясо, который, кстати, и забивать тоже умеет. Ну и сразу 3 конструктора: Фигу, Станкович, Верон. Очень интересная полузащита, очень яркая полузащита, и не менее яркая она у Милана. Вообще, я думаю, на мой взгляд, 2 лучших полузащиты мира сейчас вот в этом матче играют против друг друга, вот в таких сочетаниях, как сегодня. Итак, Милан. Дида в воротах справа, Стам, 31 номер слева. Нет, вы знаете, это я поторопился вообще из-за того, что травмирован Мальдини. Довольно неожиданно выглядит подбор защитников у Милана. Давайте я перечислю игроков, а потом посмотрим, на каких позициях они будут выступать. 31-й Стам, 13-й Неста, 4-й Каладзе и 27-й Сержиньо. Но Сержиньо, кроме как слева, сыграть больше нигде не может. Стало быть, вопрос по второму центральному защитнику. У меня такое ощущение, что Каха Каладзе сегодня играет в паре. Да, действительно, так оно и есть. Левого центрального защитника играет Каха в паре с Алессандро Несты. Вот такой небольшой сюрприз для болельщиков Милана. У Кахи сегодня очень важная роль в центре обороны, играть против Мартинса или Адриано. Ему придется по ходу матча. Ну и полузащита Милана: Гаттузо, 8-й, 21-й Пирло, 20-й Зедор, 22-й Кака, Джелардино, Шевченко, 11 и 7 номера, соответственно, впереди. Карло Анчелотти, Роберто Манчини — главные тренеры обеих команд. И судья встречи Мессина. 0-0 счет. Очень любопытно средняя линия поля, еще раз настаиваю на этом, выглядит и у той, и у другой команды. Редко кто сейчас в мире так играет с одним опорным полузащитником оборонительного плана. Ну, Манчестер Юнайтед, в общем, более-менее вот по такой же похожей схеме играет. И смотрите, уже первая травма на первых минутах досталась Кахе Каладзе. Это очень неприятно, поскольку у Милана проблемы с защитниками. В запасе есть Шимич. И, собственно, все. И Янкуловский. Ну, Янкуловский не центральный защитник. Впрочем, как и Шимич. Да, вот в этом игровом эпизоде рукой в лицо попал Кахе Обафеми Мартинс.
и травма грузинского футболиста, так что придется ему даже накладывать, наверное, какую-то повязку. И пока пауза в игре. Будем надеяться, что Каладзе сможет продолжить игру, потому что было бы обидно ломать ход этого матча уже на первых минутах заменой, поскольку это, естественно, внесет некоторое напряжение в действие одной из команд, и матч может немножко в этом плане потерять. Ну, пока Каладзе за пределами поля. Результаты сегодняшнего игрового дня и вчерашнего. Ювентус Кальяри 4-0. Трезеге сделал дубль и настигает Тони. Тони в этом туре не забил. 13 мячей у Трезеге, 16 у Тони. Фиорентина выиграла со счетом 1-0 у Тревизо и вышла на второе место в турнирной таблице, 32 очка у Фиорентины. Ну, или Милан, или Интер сегодня могут Фиорентину вновь со второго места потеснить. Ливорно Лацио 2-1. Мессина Кьево 2-0. Парма Самдория 1-1. Рома Палермо 1-2. Удинезе Лечи 1-2. Асколи Реджина 1-1. Сьена Эмполи 1-0. И Фиорентина Тревизо, как я уже говорил, тоже 1-0. Пока не очень результативный тур. Результативнее всех сыграл лидер чемпионата Ювентус, разгромивший Кальяри. Каладзе готов вернуться на поле. И мяч у Милана. Сержиньо делает пас вперед. Не точно в сторону Джалардино направлялась эта передача. Мяч стал легкой добычей вратаря. Что касается потерь, то они следующие у команд. Мальдини не может сегодня помочь Милану, и это добрый знак для Интера, потому что подсчитано, что когда Мальдини принимает участие в миланских дерби, Милан практически всегда выигрывает. Ну вот посмотрим, сможет ли сегодня без своего капитана Милан продолжить удачную для себя серию в матчах против Интера. Ну и Шевченко, по сути дела, единственная потеря. Дисквалифицированных в составе Милана на этот матч никого нет. У Интера травмирован Матерацци, получил он повреждение в матче Лиги Чемпионов против Глазго Рейнджерс. И также не могут играть Кили Гонсалес и Зе Мари. В общем, практически в боевых составах подошли к этому поединку обе команды. Но потеря Мальдини, конечно, очень и очень серьезная. Не только потому, что это экстра-класса защитник, но настоящий лидер команды во всех отношениях. И Дарио Шимич начинает разминаться, потому что, похоже, Каладзе чувствует себя не очень здорово. И держать в обороне против таких нападающих, как Адриано и Мартинс, игрока на 100% не готового играть, я думаю, очень рискованно. Посмотрим, придется ли Карло Анчелотти уже в начале встречи делать вынужденную замену. С мячом Интер. Фавалли делает пас в центральную зону не точно. Перехватил мяч Пирло. И дальше уже Гаттузо переправляет мяч вперед. Шевченко. Очень внимателен Интер. Несмотря на супер атакующий состав, смотрите, каким большим количеством игроков Интер обороняется. Станкович играет сегодня на месте правого полузащитника. Верон, соответственно, Фигу, соответственно, начинает, я так полагаю, слева. Ну и Камбьясу с Вероном в центре. При этом, в общем, по схеме полузащиты Интера выглядит очень похоже на то, как играет Милан. То есть точно такой же ромб в центре поля, без ярко выраженных крайних полузащитников. Фигу технично опускает вниз мяч. Камбьясу передачу вперед. Неста играет на опережение. Верон. Подошел Интер к чужой штрафной площади. И первый удар по воротам. Нанес его Станкович. Да, еще Рекоба не совсем здоров, и поэтому в стартовом составе не вышел. Вообще перед матчем довольно много говорилось о том, что Интер может в этой встрече сыграть вообще с одним нападающим. Но вот все-таки в конце, и Манчини сам об этом говорил, что рассматривает такую возможность. Но все-таки в преддверии матча уже в самый последний момент решил главный тренер Интера сыграть в два форварда. Поэтому помимо Адриано на поле еще и Мартинс. Счет 0-0 в дерби. Пока сказать, что
бы то ни было по игре сложно. В общем, команды словно присматриваются друг к другу. Ну и Интер на право хозяина поля атакует. Высокая подача. Здорово играют защитники. Хорошая была такая темповая атака. И у Милана проблемы с выходом из обороны, но помог Джилардино поработать в отборе. Сержиньо делает очень небрежную передачу налево. До Шевченко мяч не дошел. Вот сейчас капитан Милана получил наконец мяч и тоже ошибается. Промозглая погода в Милане, скользкое поле. Футболисты и той, и другой команды уже несколько раз не удерживались на газоне. Так что играть им будет довольно сложно сегодня. Камбьясу с мячом. Пас к штрафной площади. Борьба заканчивается тем, что мяч выиграл Милан. И фол в центре поля на Джилардино. Был вариант с выходом Вьери в основном составе сегодня. Это было бы любопытно. В частности, вот Гаттузо желал перед матчем своему товарищу удачи и забитого мяча. В дерби против бывшей команды, конечно, я думаю, Вьери очень хотелось бы выйти, сыграть и постараться забить, но, по мнению Анчелотти, Джилардино сейчас выглядит сильнее Вьери, и поэтому Кристиан вновь остался в запасе. Неточный пас вперед. Пока очень много потерь у Милана. Не здорово держится мяч. Совсем не заметен Кларенс Зедорф. Толком, по-моему, еще в игру он не вступал ни разу. Ну и Каладзе по-прежнему в игре. Шимич продолжает разминаться, но вроде бы вот сию минуту не готовится к выходу на поле. Верон поделил мяч с Кордобой. Хавьер Занетти, Станкович. Неплохая стенка, но четко сыграл Сержиньо. Не удалось зацепиться за мяч Милану и в этой атаке. Пока мне больше нравится, как Интер держит мяч. Фигу. Хорошая еще одна попытка сыграть в стенку. Там и Неста на пару отобрали мяч у Луиша Фигу. Для него событие. Первое его дерби в карьере, в блистательной карьере. Сколько было каталонских дерби, все испанских, классику, Реал, Барселона, что в той, что в другой команде. И здесь, конечно, Фигу попроще, потому что на него такого давления не оказывается, какое было после перехода из Барселоны в Реал, когда его забрасывали монетами и всем, чем попало, каталонские болельщики. Сезар будет вводить мяч в игру сильным ударом. Неста выиграл борьбу. Адриано. Пас на Фавалли. Фигу. Камбьясо. И просит мяч вправо Мартинс. Фигу явно пришелся ко двору. В Интере играет здорово. И партнеры уже быстро разобрались с тем, какого класса к ним приехал футболист. Очень много через Фигу Интер играет. Верон с мячом. Эффектная передача. Станкович. Разнообразен Интер, не правда ли, в начале этого матча. Милан пока Милан не может поймать свою игру, хотя уже почти 10 минут сыграно. Подача в штрафную площадь. Давит Интер. Камбьясо. Не может Милан даже от своей штрафной площади выйти. Пас на Мартинса. Адриано. Опасный момент. И выше ворот. Хорошая атака Интера. Хорошая. Тяжело будет сегодня в обороне Милану без Мальдини. Кафу давно травмирован, поэтому вариантов с выбором защитников практически никаких у Карло Анчелотти-то и не было. Да, уже 2 удара по воротам нанес Интер, но, правда, ни одного в створ. Пирло.
Пас вперед на Шевченко. Шевченко получит мяч, укрывает его корпусом от Кордобы. Пришлось играть назад через Гатузо. Кака не сумел выйти на ударную позицию. Кака очень удачно играет в миланских дерби. Он Интеру забил уже 3 мяча. И сегодня мечтает забить 4-й. Два бразильца сошлись в единоборстве. Сержини нарушил правила против Адриано. И штрафной будет бить Интер. Милан, кстати, всю неделю, а вот дни между этим матчем и Лигой чемпионов. В этом плане, конечно, Интеру полегче, потому что не напряжный, прям скажем, был поединок с Глазго Рейнджерс, в котором Интеру ничего не было нужно. Команда досрочно заняла первое место. Ну а Милан попотел изрядно в матче против Шальке. При счете 3-2, в общем, довольно продолжительное время все висело для Милана на волоске. Но команда с честью вышла из непростого положения, выиграла матч. Ну и игроки в один голос сказали после игры, что эту победу они посвящают Карлу Анчелотти, потому что в случае неудачного результата Анчелотти мог бы быть досрочно отправлен в отставку. Так уже практически решен вопрос о том, что Карло уходит по окончании этого сезона. Правда, пока с преемником. Вопросы, называют фамилию Ван Бастена в первую очередь. Но поживем, увидим. Кака идет вперед и фалит на нем Кордоба. Желтая карточка первая в матче. Милан меньшим числом игроков, в отличие от Интера, атакует, но более, мне кажется, скоростные получаются у Милана атаки. С мячом бегут и Шева, и Кака просто превосходно. Кака вообще бегун замечательный. Читал я интервью любопытное руководителя медицинской службы Милана. Милан Лаб, лаборатория Милана, суперсовременное оборудование и очень глубокое исследование там проводят по каждому игроку. До нюансов все расписано. Ну и о том, как охарактеризовал главврач Милана Кака, я вам после этого штрафного обязательно расскажу, потому что это любопытно, и вам будет интереснее наблюдать за тем, как двигается бразилец и с мячом, и без него. Андре Пирло у мяча. Мягкая подача в районе 11 метров. Но здесь Цезарь должен выходить и забирать мяч. Без проблем. Так вот, что касается Кака, по мнению главврача Милана, он сказал, что он вообще такого спортсмена в своей карьере, не врачебной, не встречал. Потому что Кака одинаково хорошо бежит и как спринтер, и на длинной дистанции. Более того, главврач Милана вот в этом интервью сказал о том, что у Кака очень вообще любопытная физиология, дыхание. Функционально вот он так устроен и готов, что из него, как считает врач, получился бы превосходный лыжник, причем на марафонские дистанции. Вот, поэтому здоровья у Кака очень и очень много. И обратите внимание, как он движется с мячом. Вот врач как раз Милану и пояснил, что вот этот скоростной дриблинг Кака, он обусловлен даже не столько мастерством чисто футбольным Кака, сколько его потрясающими, совершенно удивительными физиологическими особенностями. Крайне выносливый игрок, при том, что вроде так кажется достаточно субтильный парень. А ведь все могло для Кака закончиться очень и очень плохо. У него же был сломан позвоночник. Он в бассейне еще, будучи юным, совсем молодым человеком, упал очень неудачно и был прикован в прямом смысле к постели. Вопрос стоял не только о том, сможет он в футбол играть или не сможет, а вообще встанет ли он. Но он, видите, не только встал, но и стал одним из лучших уже сейчас полузащитников в мире. Так что последите сегодня специально за бегом полузащитника Милана Кака. А пока Интер бросает мяч из-за боковой линии. Адриано здорово укрыл корпусом. Налево есть Фигу. Адриано решил пробить. Фигу, по-моему, остался недоволен решением бразильца. Ну, вообще довольно опасный это удар нанес Адриану. И 3 уже удара у Интера против 0 у Милана. Ну, давайте будем учитывать фактор усталости. Стресса все-таки больше было у Милана на этой неделе. Обозначивший свой настрой на свой настрой на победу в этом матче. Но все серии рано или поздно заканчиваются. В последнее время действительно Интер против Милана играет крайне неудачно.
Подсказывает Анчелотти, чтобы Гаттузо играл ближе к середине, а кто-то другой, непонятно кому это было обращено, пошире расположился. Ну или, может быть, это тому же Гаттузо было сказано, потому что он сейчас глубже направо пошел. Ну, видимо, чтобы за Фигу посматривать. А где же Зедорф? Я, по-моему, называл его фамилию в стартовом составе. Я вообще не вижу голландца на поле. Не распознать его довольно сложно. Вон он там, да, ходит на левом фланге, но без мяча. Пока полузащита у Милана не очень хорошо заметна. И видно, поярче выглядит хозяева поля. Станкович чисто сыграл в мяч. Адриано можно в пас сыграть. Ну что же, пожадничал бразилец. Хорошо открывался справа партнер. И контратаку может получить Интер. Милан впятером атакует на чужой половине поля. Ну вот уже подтягиваются здесь хавбеки Интера. Шевченко притормозил. Ну вот Кларенс наконец получил мяч. И смотрите, как опасно! Простил сейчас Шевченко защитников Интера. Ну и Зедорф, красавец, просто пас сделал. Вновь Милан на чужой половине поля. Кака. До Джелардино мяч не дошел. Верон, Камбьясо и Луиш Фигу. Мартинс. Фигу, Верон. Милан, заметьте, больше использует длинные передачи, но низом, правда. Интер покороче играет. Сразу же своим быстроногим нападающим стараются миланцы доставить мяч. Самуэль. Неточный пас. Зедорф. Кака рядом. Зедорф обыгрывает Камбьясо. А там никого нет из партнеров. Станкович. Уступает мяч Хавьеру Дзанетти. Верон. Фигу просит мяч слева. Верон все видит. Чудная передача. И изумительная остановка на бедро. Фигу. Конечно, потрясающей техникой обладают игроки и в той, и в другой команде. Адриано. Дальше идет. Право ему бить неудобно. Под левую подстраивал себе мяч Адриано. Не кажется ли вам, что передерживает мяч бразилец? 20 минут сыграно по нулям. Интер играет с преимуществом. Давайте сделаем такой вывод по 20 минутам первого тайма. Станкович. Очень сильная подача. Здесь должен играть Гаттузо. Фавали из-за боковой линии. Стам опередил Фигу. Ну и выбить, наверное, Нести нужно мяч. Начало атаки не получилось. Самуэль не точно. Ну и пора бы уже мяч, наверное, вниз опустить. Вместо этого Пирло сделал очень сильную передачу налево. Смотрите, сколько потерь у Милана. Практически каждый третий пас неточный. Станкович играет на Мартинса. Против него место. Здорово на Станковича. Мартинс сыграл. Подача прямо в руки Диди. Верон. Какая изумительная передача. Какая остановка. Прям вот нарезать эти эпизоды, склеить и в детской школе показывать. В качестве учебного пособия, как выполняются длинные передачи и как нужно эти мячи обрабатывать. Но все в порядке. У режиссера тоже этой трансляции со вкусом. Спасибо за этот повтор. Роскошный, изумительный просто. Прием продемонстрировал Луиш Фигу. Где-то, наверное, в глубине души на зависть потрясающему технарю Роберту Манчини. Хотя, я думаю, он, наверное, тоже так не смог остановить. И еще может до сих пор. В этом не сомневаюсь. Фигу. Классный пас. В пасы Интер играет лучше.
сегодня. Посмотрим, когда даст свой ответ на это полузащита Милана. А здесь что такое? Пенальти? Вот это интересное развитие событий. Арбитр Мессина указывает на 11-метровую отметку и дает пенальти в пользу Интера. Совершенно не поняли миланцы, что случилось в этой игровой ситуации и с чего вдруг назначен пенальти. Вообще, по-моему, Мартинс нарушал правила, так вот, если честно. Смотрите, что он делает. Очень странное решение судьи. Я думаю, что не болельщики Ювентуса сейчас уже обсуждают вовсю властную руку Моджи. Очень странное решение, очень странный пенальти, но он назначен. Адриано против Диды. Два игрока сборной Бразилии. В миланском дерби 0-0 счет. Был 0-0, а сейчас 1-0. Адриано открывает счет. Ну что ж, воплотилось преимущество интеригровое в гол. Пусть с достаточно странного пенальти. Я, честно говоря, не понял, какое нарушение правил усмотрел арбитр. Просто не понял. Мне показалось, что нарушал правила Мартинс. Не знаю, как вам. Может быть, вы что-то иное усмотрели. Но главное, что арбитр Мессина увидел фол против Обафеми Мартинса. И Адриано с пенальти открывает счет. Что ж, вдвойне тяжело Милану. Команда явно больше устала за последнюю неделю. И в эту игру Милан входит очень и очень тяжело. Пока полузащита не работает, совсем без мяча Джелардино. Но полтора тайма еще есть у Милана для того, чтобы наладить игру. Давненько Интер не вел в счете в миланских дерби, что тоже факт примечательный. Неста играет с Гаттузо, Пирло. Джелардино, пас на Шевченко. Очень внимательно против того играют два центральных защитника Интера и опережают капитана Милана. 25 минут сыграно. 1-0. Адриано с пенальти открыл счет в этом дерби. Станкович. Длинный пас вперед на Адриано. До того передача не дошла. Пирло. Кажется, излишне Милан злоупотребляет длинными передачами вперед. Сезар отправляет мяч на чужую половину поля. Камбьясо. Адриано. Готовит удар Адриано, но в пас, в общем, сейчас вот не было возможности сыграть у Адриано, поэтому настраивался он так на удар по воротам. Неста. Зедорф просит передачи, но с мячом пока Сержиньо. Джелардино. Очень внимательно Интер играет в обороне. И еще один длинный пас. Вдвоем караулит Шевченко. Фавалевси бросает свой фланг, когда мячом владеют полузащитники Милана. И подходит поближе к Вальтеру Самуэлю с тем, чтобы вдвоем атаковать Шевченко. И не давать ему возможности принимать мяч. Стам играет на коротке с Пирло. Пирло дальше налево. Сержиньо. Кака. Пирло. Зедорф. Подошли к чужой штрафной площади. Неплохой пас
был на Шевченко Зедорфа. И очень опасный штрафной зарабатывает Милан. Очень опасный. Масса вариантов. И Пирло парашютиком, и Шевченко на силу, и Сержиньо. Много игроков в Милане, способных по-разному пробить. С этой точки мяч прямо против ворот установлен. Кто возьмет на себя ответственность? Капитан или все-таки Пирло? Идеальная позиция. 19 метров. Прямо против ворот установлен мяч. Серьезное испытание для Интера и для голкипера Жулио Сезара, которому надо сейчас интуицию проявить и попробовать угадать, кто пробьет и как пробьет у Милана. Ведь есть еще и Стам с могучим-то ударом с правой ноги. Не рискну предположить, кто будет бить, Шева или Пирло. Шевченко решил пробить неудачно. Пирло! Успели накрыть Пирло, и Интер отбился. Момент упущен для того, чтобы сравнять счет. И, кстати, вновь мяч до ворот не долетел. Пока в створ ворот Милан ни разу не пробил. Камбьясо. Мартинса опережает Каладзе. Стам. Опасная игра. Ну и вот Пирло предложил на себя для начала атаки. Неудачно обработал мяч. Пришлось играть на Несту. Стам. Джелардино. Гатузо. Подача. Шевченко. Нет, это не Шевченко. Это Кака выпрыгивал. Пробить по мячу не сумел. После пропущенного гола вроде бы инициатива начинает переходить к Милану. Умышленно ли Интер отдал мяч? Любопытно. Было бы узнать. Либо так просто получается пока по эпизодам. Верон не позволил Шевченко подобраться к мячу, а дальше Верон нарочно убивает мяч за пределы поля. Кто-то там, видимо, травму получил. Полчаса сыграно в первом тайме в миланском дерби. Интер, Милан 1-0. Интер впереди. И Милан по-джентльменски возвращает мяч своему сопернику. Занетти. Дида не торопится вводить мяч в игру. Зедорф. Сержиньо. Почти не ходит вперед сегодня Сержиньо. И опять не точно. Верон. Адриано. И хорошо вторым темпом Интер поддерживает эту атаку. Фигу против Стама. И Стам португальца опередил. Что же все-таки углядел там Мессина в эпизоде, когда Мартинс падал в штрафной площади Милана? Угловой подает Интер. Первый вообще сегодня в матче корнер. Ой, как неудачно-то сыграл Гатузо. И еще один угловой после удара Станковича мяч защитника Милана попал. Да не в защитника, а Шевченко тут помогал своим товарищам в штрафной площади.
Еще одна подача Верона. Каладзе вынес мяч из штрафной площади. Занетти. Неточный пас Фавали. Каладзе играет уверенно. Камбьясо. Мартинс. И это подарок Милану. Ничего, по-моему, этот повтор не проясняет. Фигу как легко ушел от Стама. Дальше идет штрафную площадь. Луиш Фигу бьет мимо. Лучше смотрится Интер. Свежее своего соперника. За последние годы, пожалуй, действительно вот такой первый тайм, в котором реально Интер имеет преимущество над Миланом по игре. Превосходит команда Манчини сегодня команду Анчелотти. Ну, пока, вот к этой минуте. Что будет дальше, посмотрим. Алессандро Неста мяча. Уступает его Каладзе. Проигравшая в этом матче команда довольно серьезно уменьшает свои шансы в борьбе за Скудетто, потому что очень большим будет отставание от Ювентуса, у того, кто сегодня проиграет. Но еще и много времени до конца матча. Джелардино здорово открывается в штрафной площади, но до Джелардино мяч не долетел. А шел вперед Кака, который с мячом бежит не медленнее, чем без мяча. Синяк, видите, поставил Хуан Себастьян Верон. Шевченко, отмахнувшись от него локтем. И Стам грубо сбивает Мартинса. 10 минут до перерыва. 1-0 в миланском дерби. Интер выигрывает. Дида прочувствовал этот пас. Перехватил мяч и вперед идет Кака. Перед ним Камбьясо. Кака не сумел его пройти. Без нарушения правил, по мнению Мессины, здесь было сыграно. Каладзе. Да, пока игра у Милана в первом тайме не идет. Зато Интер смотрится очень симпатично. Действительно хороший, качественный футбол демонстрировали в сегодняшнем матче. И очень внимательно в обороне команда при этом играет. Адриано. Камбьясо налево. Фигу успел исправить оплошность Эстебана, который 2 раза подряд играет не точно. Шевченко в центре Джелардино. Неудобно туда сделать передачу, но Шевченко все-таки сделал на Кака. Джелардино. Можно бы уже давать свисток, что Мессина и делает. Еще один штрафной, но это уже для Пирло скорее, мне кажется, а не для Шевченко. За фол на Джелардино дал свисток Мессина. А желтую карточку не показал. Ну что, кто пробьет на сей раз? Вот, похоже, Пирло будет бить. Почти та же точка, только на 3 метра дальше мяч стоит от ворот Интера.
Вновь мощная стенка. И Пирло бьет, попадает в руку кому-то. Еще один пенальти. Любопытнейшее дерби мы с вами смотрим. Второй пенальти. Мессина четко всем объясняет, что он увидел игру рукой. Второй номер Кордоба сыграл рукой, по мнению... Да, была рука. Верон сыграл рукой. Что там 2 показывал Мессина, я не знаю, но действительно рукой сыграл. Кто-то из игроков, стоящих в стенке, мне показалось, что Верон. Пенальти зарабатывает Милан, и у мяча Шевченко. Один-один. Очень кстати для Милана пришелся этот пенальти, потому что с созданием моментов опасных у чужих ворот большие проблемы у Милана в сегодняшнем матче. Ну, по крайней мере, в первом тайме. И тем временем Гаттузо что-то выясняет у Карло Анчелотти. Было бы интересно послушать, о чем они там говорят. Это странно работают микрофоны на итальянских трансляциях. Иногда все очень четко слышно, а иногда словно эти микрофоны выключаются. Ну что ж, 2 пенальти, 2 главных бомбардира обеих команд, Адриано и Шевченко, забивают гол. И смотрите, какое безумное, просто безумное лицо Андрея Шевченко. Тяжелый матч, непростая сейчас у Милана ситуация. С трудом команда вышла из группы в Лиге Чемпионов. Определенное давление на команду идет. Обсуждаются позиции Анчелотти, которые весьма шаткие в последнее время. Ну и Шева все-таки с капитанской повязкой еще сегодня это накладывает дополнительно на него ответственность. И смотрите, какая буря просто эмоций у достаточно обычно спокойно празднующего забитые голы нападающего Милана. Шестой гол в сезоне Андрея. 1-1. Адриано 7-й забил. Ну и все сначала. Все это преимущество Интера одним эпизодом перечеркнуто. 5 минут до перерыва. Нелепая ситуация, потому что от головы Камбьясу вот здесь в руку. Словно ожог почувствовал Верон. Так отдернул быстро эту руку, но глазастый Мессина все видит. Гаттузо на газоне. В борьбе с ним Луиш Фигу нарушил правила. И Милан с мячом. Исправил в концовке первого тайма ситуацию. Милан не только по счету, но и по игре более ровно она стала. Отобрали мяч у Хавьера Дзанетти. Футболисты Милана. Зедорф сыграл назад на Пирло. Остроумная передача налево. Кака потерял мяч. И уже Верон. Некому сыграть в точную передачу, поэтому Верон просто подлиннее отправил мяч вперед. Ну и около Шевченко все время Фавалли страхует. Все время Самуэля. Фигу как от стоячего ушел от Гаттузо. Подходит в штрафной площади Мартинс. Все испортил. Зря Луиш Фигу старался. И опять длинный пас Милана. Потери сразу же. Занетти. Мартинс. Верон. Странный пас. И Каладзе начинает атаку Милана. Гаттузо. Сержиньо не ждал этой передачи Шевченко. Но мяч Милан сохраняет.
Не стремится в атаку Милан. Полагаю, что вот при таком счете 1-1 можно и отправиться на перерыв. А там уж выслушать рекомендации тренера, как и за счет чего прибавлять во втором тайме. Ничья тем более не устраивает обе команды, потому что тогда преимущество Ювентуса будет 10 очков над Миланом и 12 над Интером. А у Неста есть уже одна желтая карточка, между прочим. Что Мессина? Очень долго объясняют игроки Интера и в первую очередь капитан команды Хавьер Дзанетти. Давайте смотреть. А ничего здесь не было страшного. Умышленной грубости, по-моему, со стороны Неста не было. А тем временем вот это дерби. Без зубов Джелардино остался. Или нос ему разбили. Хотя я бы не сказал, что такая грубая игра, но уж много размахивают руками футболисты той и другой команды, особенно аргентинцы. Стараются. Верон Шевченко разбил скулу, а здесь Самуэль отмахнулся от Джелардино и разбил тому нос. А здесь вот, или губу. А там за фигу была охота, едва он сзади по ногам не получил. Кровавое дерби получается в первом круге нынешнего сезона итальянской серии А. И счет пока 1-1. Без Джелардино заканчивает тайм Милан. Я думаю, что оба тренера и болельщики обеих команд вправе удивляться по поводу работы арбитров в сегодняшнем матче. Бурдиса, Михайлович, Вомит, Занетти, Кристиан, Пизаро, Крус — это запас Интера. А вот у Милана Шимич, Янкуловский, Фогель, Руй Кошта, Инзаги и Вьери. Все 4 нападающих здоровы. Все могут играть. Продолжит ли встречу Джелардино? Тем временем Неста нарушает, по мнению Мессины, правила. И 2 таких штрафных неудачно бил Милан. Посмотрим, что получится у Интера под занавес первого тайма. Пошло уже компенсированное время. Практически та же точка. Прямо против ворот. Метров 19. Да, побольше. 21. Фигу. Адриано. Здесь тоже масса вариантов. Станкович, Верон. Любой из них может пробить. Мяч устанавливал Адриано. Наверное, будет пробовать сам бразилец бить выше ворот. Упустил возможность Интер выйти вперед по итогам первого тайма. И, судя по всему, при ничейном счете в очень непростом для обеих команд поединке команды уйдут на перерыв. И думать, гадать, как бы усилить свою игру после перерыва. Вот наши внимательные зрители подсказывают мне, что судья назначил пенальти за игру рукой Неста. Ну, я думаю, еще раз нам этот эпизод, может быть, покажут. Попытаемся разобраться. То, что там, неважно, сыграл Неста, неважно, рукой или ногой, или чем-то еще, но мне показалось, что там Мартинс нарушал сначала правила против Несты, прежде чем он вообще в штрафную площадь вошел. Итак, 2 пенальти мы увидели с вами в первом тайме, и оба результативны. Адриано открыл счет за Интер, Шевченко сравнял за Милан. И меньше 30 секунд осталось до свистка к перерыву. Очень упорная игра. И при том, что в целом Интер большую часть тайма смотрелся предпочтительнее Милана, мне кажется, что на победу в сегодняшней игре с одинаковой степенью вероятности могут претендовать и те, и другие. Даже при том, что Милан, в общем, пока ничего особенного у чужих ворот не создал. Что ж, время для того, чтобы внести коррективу в игру и подумать главным тренерам, как им действовать во втором тайме. Пока перерыв.
Канал НТВ+ продолжает прямую трансляцию из Италии. Миланское дерби. Им завершается очередной 15-й тур первенства страны. Ювентус лидирует. И пока результат наиболее благоприятный именно для Ювентуса. Потому что два преследователя, лидера первенства, играют после первого тайма в ничью 1-1. Арбитр матча Мессина назначил довольно спорные пенальти в ворота Милана в середине первого тайма. Но вы знаете, вот так проанализировав, в общем, этот эпизод во время перерыва, думаю, что если бы Мессина не дал пенальти в том игровом эпизоде, то, наверное, разговоров вокруг этого эпизода было бы не меньше, чем в данной ситуации, когда этот пенальти был назначен и этот пенальти реализовал Адриано. Затем за игру уже рукой, судя по всему, за игру рукой Несты усмотрел там такое нарушение правил судья. Ну а в ответном эпизоде в штрафной площади Интера уже четко было видно, что мяч попал в руку Верону, и ответный пенальти реализовал Шевченко. Интер, на мой взгляд, смотрелся посвежее, посимпатичнее. Милану очень здорово работала средняя линия поля. Интер, ну а на Луиш Фигу смотреть вообще одно удовольствие. Не так сегодня ярко выглядели в первом тайме, как мы к этому с вами привыкли, полузащитники Милана. В первую очередь Кака и Зедорф. Но ближе к концу первого тайма Милан выровнял игру, хотя моментов у ворот возникало совсем немного. Вязкая игра, жесткая, но иначе, наверное, в дерби и быть не могло. Но даже вот видите, при такой высокой плотности игры феноменальную технику порой демонстрируют футболисты и той, и другой команды. Сейчас очень красиво сыграл Хуан Себастьян Верон. Ничья не устраивает ни ту, ни другую команду. Нужно выигрывать для того, чтобы держать в напряжении Ювентус. Напомню вам составы, в которых играют команды. Были травмы, были повреждения. Много сегодня футболисты размахивают руками. Разбили скулу Шевченко. По-моему, ту же самую, в которой у него пластинка вшита. И пластическую операцию ему делали. Не так, кстати говоря, давно. Отмахнулся от него Верон. Ну и досталось по губам Альберто Джелардино. Состав Интера: в воротах Жулио Сезар. Оборона: слева Фавалли, 16 номер, справа Занетти, 4. И в центре обороны пара Кордоба Самуэль, 25-й у Самуэля, 2-й у Кордоба. Полузащитники: опорный 19-й Камбьясо, рядом с ним 14-й Верон, слева 7-й Фигу, справа 5-й Станкович, впереди 10-й Адриано, 30-й Мартинс. Милан: Дида в воротах, справа Стам, навес опасный, и едва Джелардино не нанес удар по воротам. Стам, 31 номер, справа, слева 27-й Сержиньо. Каладзе тоже разбили лицо в самом начале встречи. Вот он играет как раз сегодня в отсутствии Мальдини. В центре обороны вынужден был в центр его поставить Анчелотти. И он играет левого центрального защитника, правого центрального Неста, 13 номер. Хавбеки: 8-й Гаттузо, 21-й Пирло, 22-й Кака, 20-й Зедор. Впереди 7-й Шевченко, 11-й Джелардино. Анчелотти, Манчини — главный тренер команд, и Мессина — судья. Станкович идет вперед. Обратную передачу не Станкович это был, а Хавьер Занетти. Обратную передачу от Адриано аргентинец не получил. И с мячом Каладзе. Длинный пас Несты. Фавалли неудачно сыграл Фавалли. Джелардино умудрился двоих обыграть. Пас Шевченко. Хороший момент был, хорошая атака у Милана, и здорово Джелардино двоих обыграл. Интер опаснее за счет игры в передаче. Мяч очень здорово держал Интер в первом тайме. Милан же создает моменты за счет индивидуального мастерства своих нападающих. И очень внимательно вновь против Шевченко здесь играют защитники. Не позволили ему добраться до мяча. Станкович оставляет мяч
Хавьеру Дзанетти. Зедорф. Нарушение правил. Верон диагональ налево. Фигу. Фавалли. Адриано. Фигу. И четко позиционно Неста сыграл. Фигу. Подача Фавалли, но да, Станковичу мяч не дойдет. Камбьясо. Небрежный пас. Сержиньо. И ответ Милана не состоялся. Много неточности было у гостей до перерыва. Ну и, похоже, пока не получается в начале второго тайма наладить нормальное держание мяча. Милан. Мартинс мячом. Верон Фигу. Пас на Станковича. Мягкая передача в штрафную площадь. Едва она не дошла до адресата. Как-то поконкретнее выглядит Интер в атаке. Ну и ответ Милана. Кака. Шевченко. Не очень большим количеством игроков атакует Милан. Вот только сейчас подтянулись. Но уже весь Интер вернулся в оборону. Зедорф. Пирло. Ну вот справа там просит пас, но уже сейчас туда играть особенно смысла нет. Но Зедорф другого продолжения не нашел. Гаттузо. Странное решение. Гаттузо просто отдал мяч сопернику. Мяч в створ ворот никак не мог попасть. Дошла передача Фигу до Станковича. Дзанетти. Станкович. Мартинс. Нет. Не прошла эта передача. Надежно играет Каладзе. Верон. Вот слева. Фигу. И против Гаттузо Фигу. Фигу смещается в центр. Удар по воротам. Неста на месте. Зедорф ушел от Верона. И пас вперед. Шевченко мчится во весь опор. Ну и молодец Жулио Сезар. А здесь кто? Здесь только черно-синий. Самуэль. Зедорф. Стам идет вперед. От двух ушел, натолкнулся на третью. На Самуэля, которого пройти не смог. Фигу. Мартинс получает мяч. Каладзе двумя подкатами отобрал мяч у Мартинса, но угловой будет подавать хозяин. Милан пока ни одного не подал. Верон, кстати, вот здесь один. Есть вариант у Интер розыгрыша, когда на Верона идет подача, он бьет с лета. Ну, так редко бывает, а эта подача Станковича не очень удачная. Прямо скажем, очень высокая она получилась. И все-таки не может играть кто-то из защитников. Видимо, Каладзе. Дарио Шимич выходит на поле, и это существенно осложнит жизнь. Ах, вот как. Неста играть не может. Вот так номер. Да, не лучшее для Милана дерби, и не лучшим образом складываются обстоятельства. Вообще без защитников центральных сейчас остался Милан. Еще будет одна перестановка. Я думаю, что теперь Стам переместится на место центрального в пару к Каладзе. А Шимич займет место правого защитника.
тоже у него голова разбита. Да, за одного битого, двух небитых у Милана пока не работает этот закон. Тоже битый вышел. Ну, действительно, Стам переместился в центр, но еще было бы совсем странно, если бы Шимич встал в центр. Так мало играет Шимич, что в таком ответственном матче на столь важную позицию. Кака, как блестяще играет. И пас. Пас на Зедорфа не прошел, а могло быть очень красиво. И все время аргентинско-бразильские выяснения отношений. Кака с Вероном сцепился. Мессина не видит, он спиной стоит. Сейчас драка будет. Очень недружелюбен Хуан Себастьян Верон. А вот этот все видел боковой. Сейчас он Мессине доложит обстановку. Вот долгие разбирательства были в Италии после того, как Дзампани, нападающий Мессина, вот также боднул судью. Ну, в данном случае это был футболист, а не судья, поэтому я думаю, что ничего страшного, можно просто желтыми карточками обойтись. А Кака шикарно шел. И понятно, что он так расстроился, потому что Верон-то его грубо сзади по ногам ударил. 10 минут сыграно. Тяжелый матч для обеих команд. Опасный момент. Зедорф не дает ему пробить. Очень грубо под него подкатились. Еще один фол. Да, я думаю, сегодня до рукопашного дела дойдет. На грани драки матч. Мессина, мне кажется, не очень контролирует ситуацию. Споткнулся о ногу соперника. Вот здесь, во-первых, был фол на Зедорфе. За него Мессина штрафной не дал, а дал только за следующее нарушение на Джелардино. У Кордобы есть уже одна желтая карточка. Но с третьей попытки надо-то все-таки до створа ворот добить. Такие штрафные вообще редко удается зарабатывать, а тут 3 в одном матче сразу. И пока ничего. Посмотрим, как сейчас реализует этот штрафной гости. И сейчас Сержиньо будет пробовать. Пирло с Шевченко пробовали неудачно, а Сержиньо вот опаснее их пробил, но в створ ворот не попал. Опять же. Как и его товарищи в предыдущих 2 попытках. Но обвел стенку здорово. Один-один. По-прежнему в этом миланском дерби. Равная игра во втором тайме. Милан прибавил по сравнению с тем, что было до перерыва. И Адриан идет вперед. Фол за фолом. До этого, в общем, по фолам было все нормально. И не сбивал арбитр свистками темп игры. Но сейчас уже сказывается усталость. Накопленное напряжение, конечно, просто колоссальное в этом матче. Хотя вроде бы всего лишь 15-й тур. И Манчини лишний раз сказал, что дерби, конечно, матч важный. Но это не значит, что игра, например, в следующее воскресенье будет менее важная. Там тоже надо выиграть, тоже надо брать 3 очка. Далековато для того, чтобы бить по воротам. Но Адриано может пробовать и отсюда. И Станкович тоже обладающий могучим ударом. Пока Интер не пользуется тем, что у Милана произошли перестановки в обороне в связи с травмой Несты. И Фигу еще не успел как следует Шимича потерзать. Адриано будет пробовать бить из-за пределов штрафной площади. Хороший удар. Дида. Ох, как неудачно сыграл Дида. 2-1 Мартинс. Ох, какую ошибку сверхнадежный вратарь Милана допускает. Небрежно отбив мяч прямо перед собой.
И Мартинс, стремительно рванувшийся на добивание, выводит Интер вперед. Во второй раз в этом матче. 2-1. Колоссальный по напряжению матч. Очень интересная игра. И смотрите, как они радуются. Всего лишь 15-й тур. Но все на нервах, на таких, что вот эти вот голы, когда они удаются, просто в какую-то безумную радость приводят футболистов. Ну и здесь, конечно, образцово-показательно. Смотрите, как Мартинс, чтобы в офсайд еще не попасть, рванул в момент касания мяча Адриано. Уже все, выскакивает на оперативный простор. Мартин спиной, уйдя от Каладзе, развернувшись, выиграв позицию. И здесь ошибка, конечно же, ошибка Диды. Интер впереди, 2-1. Удастся ли Роберто Манчини наконец выиграть дерби? Самое интересное нас с вами ждет. Еще кто-то разминается у Милана. Я думаю, что Инзаги или Вьери, кто-то из них должен появиться. Вообще, появление Вьери было бы весьма логичным. Представляете, насколько мотивированным он выйдет против своей бывшей команды. Да, ляпнул, конечно, Дида. Но отдадим должное Мартинсу, который просто великолепно в этом эпизоде отработал, пойдя на добивание. Просто образцово-показательно сыграл Мартинс сейчас в этом игровом эпизоде. Ну и Адриано очень хороший удар сумел нанести. 2-1, Интер впереди. Безотносительно того, как играет Милан. Милан, может быть, не лучший матч проводит. Даже дело не в счете, а вот в свежести просто элементарно не хватает гостям. Но, на мой взгляд, Интер проводит лучший матч в нынешнем сезоне. Да вообще, под руководством Манчини очень цельную игру демонстрирует Интер в сегодняшнем матче. Кака в центральном круге. Вот что-то здесь может получиться. Гаттузо. Гаттузо. Ах, поскользнулся и помог Гаттузу соперник. Шевченко не успевает к мячу. Блестяще играет Хавьер Дзанетти. Классный футбол. Особенно во втором тайме. И все это помножено на колоссальное напряжение. Как будто судьба золотых медалей в этой встрече решается. Хотя ничего подобного. Зедорф. Сержиньо. Подача. Не дошел мяч до Кака. Гаттузо долго готовился к удару. И хорошо еще и травму не получит. Вне игры нет. Шевченко как-то не уверенно шел на этот мяч. Почему-то решил не выпрыгивать высоко. Пошел всех топтать Адриано и таки затоптал. Сержиньо Пирло. Надо добавлять в темпе, в скорости Милану. Кака. Зедорф. Интересно, будет игровую схему Манчини ломать и выпускать второго опорного Хава, типа Пизарро, вместо, например, Станковича, пока еще не в оптимальной форме находящегося, и переводя Верона ближе к краю. Мне кажется, неловко Андрей себя чувствует с этим разбитым глазом своим, с поврежденной скулой. Видите, в верховую борьбу не очень охотно он идет. Удар Мартинса мимо ворот. А ведь Милан, как-то Лига чемпионов затмила все прочие события на этой неделе. Но не будем забывать о том, что Милан после поражения в предыдущем туре от Киева играет. Причем 2 раза подряд проигрывать в чемпионате. Это с точки зрения чемпионских перспектив не очень здорово для Милана. Интер перешел на игру
вторым темпом, сосредоточив в основном своих игроков и действия в обороне. Сержиньо. Ну, всех не обыграешь. Это очень сложно сделать. Угловой зарабатывает Милан. И смотрим еще одну подачу в исполнении Кларенса Зедорфа. И Джелардино давненько ничего конструктивного не делал. Подача. Сезар на месте. И не торопится Сезар. Мауро Тассотти, Анчелотти обсуждают действия своей команды, которая проигрывает 1-2. И южная трибуна призывают свою команду Милан играть более активно. 20 минут сыграно во втором тайме. 2-1 Интер впереди. Мартинс вывел свою команду вперед, великолепно сыграв на добивании. Шевченко не прошел этот пас. Фигу. Ах, как красиво. Ах, как элегантно играет португальский футболист. Кордоба. Пирло. Хорошая передача по замыслу, но не по точности. Тем не менее, мяч Милан сохранил. Гаттузо, Кака. Сумел у него отвоевать мяч. Камбьяс, а вот передачу-то не точно сделал. Вновь в атаке Милан. Пирло справа там один стоит, ждет передачу Гаттузо. Пирло решил пробить. Но это совсем не сильно и не сложно для Жулио Сезара. Вновь Пирло. Не удается за мяч как следует зацепиться форвардом Милана. Джелардино совсем в тени. Я думаю, что минут через 5-10 его можно спокойно менять. Непонятно, чему здесь удивляются тренеры Милана. Нарушение правил было очевидно со стороны Гаттузо. И удар в сторону Адрианос. Там играет на опережении. Кака. Верон тут как тут. Камбьясо. Пас на Адриано. И вот здесь, да, вот давал передачу на подключавшегося Камбьясо. Адриано, ну, там внимательно сыграл. Последняя четверть матча идет. Пирло здорово разобрался в центральном круге, а Гаттузо какой-то весьма странный пас сделал поперек поля и потерял мяч. Фигу. В касании Адриано оставляет мяч Фигу. Поехали ноги у Станковича. И Милан левым флангом идет вперед. Кака набрал ход. И тут как тут Верон. Позволил выйти Кака на ударную позицию. И штанга. Очень странно сыграл Верон. Освободил коридор для Кака. Бразилец с этим с удовольствием воспользовался. Пошел дальше, пробил. И рикошетом от Камбьясо мяч безнадежный был для Жулио Сезара. Просто безнадежный. Он бы свою команду здесь не выручил никак, если бы мяч попал в ворота, а не в каркас. Далеко еще ничего не ясно в этом матче. Гаттузо. Зедорф.
Дело до удара по воротам никак не доходит. Интер прижат к своей штрафной площади. Очень плохой пас Сержиньо. И, может быть, провал в обороне у Милана. Или там остались все на местах. Вот Каладзе составом внимательно играют. Милан преображается на глазах. Лучше заиграла команда. Ну и теперь Интер должен что-то предпринимать для того, чтобы вновь наладить контроль за мячом, как это было в первом тайме. Пирло недоволен тем, что Мессина зафиксировал нарушение с его стороны. Да, кто-то раздевается, похоже, там на скамейке запасных Милана. Сейчас посмотрим, какую замену готовит Карло Анчелотти. Пока мяч около штрафной площади Милана. Камбьясо. Мартинс. Неудачно. 20 минут еще играть. Джелардино. Кака. Два оборонительных заслона выстраивает Интер. И пройти, конечно, такие построения крайне сложно. Верон. Контратака. Получится у Интера. Мартинс. Не прошла передача. Здорово сыграл Каладзе позиционно. Кстати, вот, несмотря на травму, Несты справляются в обороне. Вот как. Зедорф уходит направо. Янкуловский налево. Видимо, так. Гаттузо ушел с поля. Джелардино пока не меняет Анчелотти. И вообще уникальный случай для современного футбола. В одной из играющих команд, в одной из ведущих команд мира в настоящий момент на поле нет ни одного опорного полузащитника вообще. Просто ни одного. Формально на этой позиции играет Пирло, но мы же прекрасно с вами понимаем, что Пирло не классический опорный полузащитник. Кака, хорошая передача. Сержиньо, прострел. И где мяч? Мяч за пределами поля. До ворот не долетел. Ну, вообще-то угловой должен быть назначен. От ноги футболиста Интера мяч ушел за пределы поля. Но арбитр этого не заметил и дал, по-моему, удар от ворот. В 1 Манчини выигрывает. Очередной свисток Мессины. На сей раз что он обнаружил? Нарушение правил против Мартинса. Мяч на половине поля Милана. Манчини абсолютно спокоен. Хороший футбол демонстрирует его команда и к тому же выигрывает. Не сумел обыграть Шимича Фигу. Кстати, вот после появления Шимича на поле как-то в тени ушел Луиш Фигу. Пореже стали футболисты использовать. Наверное, здесь прямой связи между этими двумя обстоятельствами нет. Но, по крайней мере, ничего Милан не потерял из-за того, что пришлось менять место. Но вот Фигу досталась. Желтая карточка. Видимо, Шимичу и показано. И опять в кровь разбито лицо. Ну что же они так руками-то машут, а? Уже третья кровь в сегодняшнем матче. Каладзе, даже четвертый. Каладзе, Шевченко, Джелардино. Теперь еще и Фигу получил локтем в зубы. Да, в хороший чемпионат приехал Луиш Фигу.
Здесь помимо игры в футбол надо еще, конечно, быть физически готовым на порядок лучше, чем в Испании. Я думаю, там так против Фига не играли никогда. Без него играет Интер. Бьет по воротам Станкович. Выше ворот. Ну и апофеоз. Решающая 15-минутка. Выиграет ли Интер наконец дерби? 2-1. Команда Манчини впереди. Вьери готовится выйти и сыграть против своей бывшей команды. Я думаю, что свист болельщиков Интера посвящен именно этому обстоятельству. Готов поспорить, что и Джелардино заменит Вьери. Так оно и есть. Один раз толково сыграл Альберто в сегодняшнем матче. Но и с учетом того, что он с Киева слабо сыграл, надо говорить о том, что небольшой спад у нападающего наблюдается в игре. Да, это Кристиану Вьери посвящено. Посмотрим, как войдет в игру бывший нападающий Интера. Ну, в Италии, вы знаете прекрасно, не в этом смысле тоже не Испания. Здесь только переход Баджо в Ювентус создал ситуацию непримиримейших взаимоотношений между болельщиками двух клубов. Но в Милане такого нет. Мы вам рассказывали в предыдущих репортажах. Многие футболисты и той и другой команды дружат между собой. У некоторых даже общий бизнес. И поэтому переход из Интера в Милан или из Милана в Интер, в общем, достаточно нормальная и рядовая ситуация. Очень часто игроки из одного миланского клуба переходят в другой. Ну, тот же Баджо, да, выиграл и там. Теперь Вьери, поэтому посвистят, и ничего страшного. Никаких специальных проклятий в адрес Вьери не подготовили болельщики. Но когда же он вступит в игру? Он на поле, но пока без мяча. Шимич. Янкуловский. Прессингует Интер. И не позволяет Милану начать атаку. Сержиньо. Шевченко здесь должен подхватить мяч Сержиньо. Сержиньо. Кака. Здорово Камбьясу на подстраховке. Фигу. Ах, как обыграл Пирло. И пас вперед, но не точно. Каладзе. Сразу вперед. На Вьере был как раз пас сейчас, но вне игры оказался Вьере, да и к тому же он правил нарушил. Меньше чем за 15 минут до конца матча Интер на второе место выходит в таблице. 32 очка. Обходит Фиорентину. Милан остается на 4-й позиции, если так все закончится. И минус 11 очков по сравнению с Ювентусом. А с учетом того, что Милан ведь до Киева проиграл еще и Фиорентине, то совсем получается для команды Анчелотти неприятная ситуация в этом отрезке чемпионата. 3 поражения подряд — это очень серьезный удар по самолюбию команды и по ее чемпионским амбициям. Кака! Гениально играет Кака. И если бы у него пас на Вьере прошел, это было бы нечто. Но не прошла передача. Ответ Интера. Мартинс. Долго размышлял Мартинс, чтобы ему такое сделать, и в результате потерял мяч. Неточный пас в сторону Адриано. Янкуловский. Милан из последних сил пытается добавить в атаке. Янкуловский. Пирло. И все, на месте встали миланцы. Интер полностью на своей половине поля перекрыл все зоны. Пойди попробуй к штрафной площади подойди.
Камбьясо из-под ног Шевченко выкрал мяч. И Станкович не брезгует в аут выбить. Бурдисо готовится к выходу на поле. В атаке Милан это Шимич. Вьери неплохо. Вьери, ну это вряд ли можно назвать ударом. А Шимич плохой пас делает в штрафную площадь. Уставший выглядит Милан, уставшим. Это очевидно. Но это не умаляет заслуг Интера и Манчини. Команда явно хорошо подготовилась к этому поединку и выглядит, я повторю это определение, сделанное в первом тайме, очень целостную игру демонстрирует Интер. Ну вот Милан в атаке, Янкуловский, но бить поворотом будет этот футболист или нет? Это Кака. Сложно, потому что очень внимательно Интер играет в защите, очень плотно. И сейчас Кака из крайне сложного, трудного положения наносил удар поворотом. Угловой. Пока со стандартами у Милана неважно обстоят дела. Не очень они опасны, эти стандарты. Янкуловский. 10 минут до конца игры. Подача. Готовится с лету бить Кака, но до него мяч не долетел. Сержиньо. Уходит с поля Луиш Фигу. Вместо него Бурдисо. Укрепляет Манчини оборону в последние 10 минут матча. Ну и Фигу заслуженные аплодисменты болельщиков получает. Хороший матч провел Фигу. Может быть, поярче он выглядел в первом тайме, чем во втором. Но в целом хороший матч провел. Милан начинает свою очередную атаку. Кака. Зедорф. Сержиньо. Здесь там проворнее Адриано оказался. Все странно, кто вообще придумал, что Стам медленный защитник? Он, по-моему, вообще один из самых быстрых в Милане. Прекрасная скорость у Стама и дистанционная, и такая. Ему бежать очень сложно. Милан атакует. У Шимича пока впереди игра не очень получается. Много ошибок. И зарабатывает Пирло штрафной. Велел Верон Станковичу встать перед мячом. И Хулио Рикардо Круз еще одну замену готовит Манчини. Очень много игроков и той, и другой команды в штрафной площади Интера. И двое еще караулят подбор. Подача Пирло. Стам! 2-2. Не только бегать и головой умеет играть этот футболист. И не только играть, но и думать. 2-2. Стандартное положение пришло на выручку Милану. Характер команда демонстрирует крепкий. А Манчини, мне кажется, что-то такое намудрил. Убрав с поля Фигу, выпустив Бурдисо. Во втором тайме Интер играет хуже, чем в первом тайме. Хотя все основания додавить уставший Милан в его нынешнем состоянии, да еще без Мальдини, да еще Неста заменен, получив травму. Такие перестановки в обороне, непривычное сочетание, и Интер-то по большому счету этим не воспользовался. И во втором тайме вообще никаких проблем нет у защиты Милана. И на 83-й минуте
И Абстам сравнивает счет. 2-2. Хорошее получилось дерби. Настоящее такое. На грани футбольных возможностей играли сегодня футболисты и той, и другой команды. Ну и 4 гола сумели забить. Правда, 2 из них с пенальти. Да, кстати, заметьте, что все голы сегодня были забиты после стандартов. 2 с пенальти, 2 со штрафных. Ну, и после, так или иначе, розыгрыша штрафного. Продавил там Адриану и стоявшего там поблизости еще одного игрока Интера. И своего добился. 7 минут остается у Интера для того, чтобы все-таки выиграть в миланском дерби. Я думаю, обидно очень Интеру будет упускать победу. Вроде бы, ну, я не скажу прямо плывшую в руки, но Интер в целом приличный матч проводит. И вправе был претендовать на победу, но все-таки маловато моментов создавала команда Манчини во втором тайме у чужих ворот. Маловато. Мартинс покидает поле. Вместо него Хулио Рикардо Круз. Последняя пятиминутка. Ну, безусловно, что-то будет еще. Добавлено замен много было, были паузы, остановки, так что, глядишь, все 4-5 минут еще насчитает Мессина. Согласятся ли на ничью команды? Повторяю, по таблице ничья на руку только одной команде, которая сегодня не играет в этом матче, не принимает участие. Это Ювентус. Сейчас Милан вышел на второе место. Интер опустился на 4-е. Минус 12 у Интера по сравнению с Ювентусом. Минус 10 у Милана. Хватит ли сил у команд попробовать что-то создать в концовке этого очень сложного и тяжелого для обеих команд матча? Вот Круз. Там Скаладзе его обокрали. Скаладзе вообще надежно выглядел на позиции центрального защитника. А здесь пришлось Бурдису в акробатическом прыжке выцарапывать мяч у Шевченко. Фавалли. Неточный пас вперед. И Дида выгоняет своих товарищей подальше от штрафной площади. Будет выбивать на чужую половину поля. Вьери, я бы не сказал, что усилил игру. А вот это Адриано! И упускает Адриано возможность вывести Интер вперед. Это была бы, скорее всего, победа. Меньше 5 минут до конца игры. И нахваливали мы Каладзе. А вот в самый ответственный момент он ошибся. И проиграл позицию Адриано. А Адриано ее не использовал, эту самую возможность. Ну, Дида молодец. Успел пулей метнуться из ворот и лишить возможности Адриано более прицельно бить. Пришлось торопливый такой удар Адриано наносить поворотом мимо распластавшегося Диды, прокатить этот мяч, и в створ Адриано не попал. Да, это был шансище, самый настоящий для Интера. Зедров и Камбьясо лежат, не встают. Ой-ой-ой, как Стам на грани дозволенного сыграл, но хорошо, что не попал Крузу по ноге. Адриано мчится за мячом. Слишком сильный пас. Да, в случае ничейного результата, конечно, это в плюс Милану и минус Интеру. Этот матч можно было, Манчини, и нужно было выигрывать. Ну и Милан демонстрирует характер. Уже второй матч к ряду из Шальке.
И сегодня 2 раза по ходу матча Милан проигрывал. 2 раза сравнивал счет. Ну и, соответственно, если говорить о Интере, то Интер дважды не сумел удержать преимущество. Это, конечно, серьезная недоработка команды. Очередной фол. Мяч в центральном круге. Сержиньо. Сержиньо подключается левым флангом. Шевченко в неплохой позиции. Опасно Вьери. До него мяч не дошел. Круз со Стамом ведет борьбу. Адриано против него Каладзе. Выдавливает сейчас Каха Адриано вместе с мячом из штрафной площади. И на помощь грузинскому футболисту пришел еще и Шимич. И вдвоем они мяч у Адриано отобрали. А вот Шимич пас не точно делает. Ну что, повезет все-таки кому-то сегодня или нет? А по моментам-то Интер даже проиграл Милану. Ведь все-таки была штанга, очень опасный удар Кака. Еще пара-тройка возможностей у Милана. Во втором тайме Интер слабее сыграл, чем в первом. Пошло компенсированное время. Нет, свисток молчит, но зато угловой. Может быть, одна из последних возможностей Интера выиграть дерби. Потянулись сюда просто почти все полевые игроки. Кроме, может быть, 2-3, которые за пределами штрафной площади остались. Ну и, возможно, решающий момент в этой встрече. Подача, удар, гол! Гол! 3-2. Адриано забивает в добавленное время. Сумасшедшая развязка матча. Сумасшедшая. 3-2. В третий раз Интер выходит вперед в этом матче. Потрясный дерби получилось в этот раз. Просто потрясное. Класс. 3-2. Адриано исправил свою собственную ошибку. Ну и кто такую подачу блестящую выполнил с правого фланга? Станкович-то, который подавал. Угловые. Он, наверное, и подал. Ну что ж, 5 голов забито в сегодняшнем матче. И все со стандартов. Все до одного. И Вьери проиграл борьбу. Проиграл Вьери борьбу. Из-под него Милан получил мяч. Не угадал Анчелотти. Просто не угадал. То, что надо было менять Джелардино, игравшего неудачно, по-моему, это было очевидным. Ну вот насчет Вьери, да, конечно, здесь напрашивался этот вариант просто с учетом высокой мотивации этого футболиста. Но в игру Вьери по-настоящему не попал. Что ж, и у Интера тоже есть характер. 3 раза команда, в третий раз, вернее, выходит вперед в этом матче. Значит, не вешает нос после того, как выпускает добытое вроде бы преимущество. А это уже по штрафную площадь на Шевченко. Он падает после контакта с Самуэлем. Мессина не реагирует на этот эпизод никак. И последние секунды уже идут этого дерби. Мяч на половине поля Милана. Умудрился сделать передачу сюда на Хавьера Дзанетти. Дзанетти идет вперед. Стам его заталкивает. Круз входит в штрафную площадь. И все. Мессина фиксирует наконец-то, к радости болельщиков Интера, победу этой команды в дерби. 3-2. Великолепный матч. Великолепная победа Интера. Уф. На 92-й минуте они вырвали эту самую победу. При том, что Милан во втором тайме прибавил. В свою очередь Интер немножко сдал, но в конце все-таки нашел в себе силы и дожал уставшего, травмированного, замученного травмами соперника. Ну что ж, Интер на второе место выходит в турнирной таблице, а вот у Милана проблемы. 31 очко. Третье поражение подряд команды Карло Анчелотти. Натуженная победа над Шальке.
вряд ли можно говорить о возможной отставке Карло Анчелотти, но проблемы серьезные у Милана есть. Спасибо футболистам за игру. Классный футбол. Вам спасибо за внимание. Для вас работал Георгий Черданцев. Счастливо.